Информационная война – понятие относительно новое для страны, но существующее в мире уже давно. В любые времена всегда ценилось умение собрать качественную информацию и ввести противника в заблуждение. Примерно такое событие произошло и у ближайшего союзника Кыргызстана на этой неделе, когда западные СМИ и политики успели назвать разные даты возможного вторжения России на Украину, говорит политолог Бахыт Бакитаев. На сегодня информационные войны довольно сильно влияют на практически все страны, а безопасность того или иного государства можно разрушить одним нажатием кнопки. Поэтому очень важно и нашей стране активизировать все возможные системы обеспечения информационной безопасности. И главным оружием недоброжелателей является интернет, где посредством троллей, ботов и фейковой информации вводят в заблуждение граждан. Поэтому очень важно и каждому гражданину в отдельности принимать во внимание потребляемую им информацию. С помощью информационных технологий изменились тактики ведения военных и других конфликтов. Информация и дезинформация превращаются в опасное оружие, сообразно тому, в чьих руках оказались сведения и с какой целью они применяются. В современном мире возникает необходимость в защите национальных ресурсов и секретности информационного обмена, так как эта информация сможет спровоцировать конфликты политического и экономического характера между государствами и в конечном счете привести к коллапсу международных отношений. Многие государственные системы управления стали информационно зависимыми, поэтому наша страна должна особенно контролировать сектор информационной защиты. Нередко оружием в информационных войнах становятся и официальные СМИ, причем благодаря этому информационные противоборства становятся куда сильнее. В таких случаях именно журналистам необходимо быть как никогда объективными, объясняет Кубан Табалдиев. Чтобы выявлять недостоверность информации, я считаю, нужно отдельное течение, которое будет заниматься как раз таки проверкой данных и публикацией подлинных фактов. Сейчас информационное течение разделилось на два. Каждая сторона говорит свое, а нужна середина. И наша цель донести до медиаработников важность их деятельности. Так, обсуждение темы информационных войн в глобальной политике прошло сегодня за круглым столом. На мероприятии приняли участие политологи, ученые, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана, России и Беларуси. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.